А ты веришь, что простые люди вроде нас с тобой могут вносить большие позитивные изменения? Элестет? Оказывается, да. С вами Айда, и это Баштан Башта. Давайте же взглянем на потрясающие истории нескольких молодых активистов. Грета, Джошуа, Малала, Ася Тулесова. Знакомы ли тебе эти имена? Если нет, то тебе стоит взглянуть на это видео. Грета Тунберг в августе 2018 года вышла на школьную забастовку ради климата. Она в течение 3 недель каждый день выходила на одиночный пикет. В итоге, к марту 2019 года к забастовке присоединились около 1 миллиона детей в 125 странах мира, а к сентябрю того же года их стало около 4 миллионов. И опять же, большинство были детьми. Джошуа Вонг, 14-летний старшеклассник на момент создания движения Scholarism, ученость в 2011 году. В момент, когда Китай пытался ввести национальное образование, он понял, что это является проблемой для свободы мысли и слова. В итоге он собрал вокруг себя других неравнодушных старшеклассников, а позже и вообще всех граждан для протеста. В итоге движение добилось успеха, и данная программа стала необязательной в гонконгских школах. Это показало всему миру, что даже школьники могут менять общество. У Малалы немного другая история. Она очень любила школу, но когда Талибан захватил ее город, они запретили девочкам получать образование. В возрасте 15 лет она публично стала отстаивать права девочек на образование. В 2013 году они с отцом основали фонд Малалы. И, например, в 2018 году фонд помог обеспечить выделение $2,9 миллиардов на образование девочек от стран Большой Семерки и Всемирного банка. А теперь давайте взглянем на пример из соседней страны. Ася Тулесова, казахстанская активистка, одна из инициаторов движения «Оян Казахстан». Она приобрела широкую известность после акции «От правды не убежишь». Таким образом, она смогла обратить внимание общественности к проблеме нечестных выборов. Мораль истории такова, что неважно, сколько тебе лет или откуда ты, если ты хочешь сделать мир хоть чуточку лучше, то начни действовать.